Здравствуйте! Пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, заранее огромное спасибо за ваши лайки под видео и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Ваш путь с любимым человеком. Что еще придется пройти? Каков итог? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о человеке, который вас очень интересует. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку, его объятия. Позовите его по имени. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне еще предстоит пройти с моим дорогим, любимым, назовите по имени, и какой итог будет наших отношений. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим на ваши отношения. Что происходит в ваших отношениях, какие они, что важно, что не важно, что помогает и что мешает. Так, ну что, мои дорогие, сразу хочу сказать, здесь я вижу двух людей. Причем люди, вы, конечно, мои дорогие, не обижайтесь, но тем не менее, да, мужчина у нас идет как вот такой, знаете, ну, лисичка, да, мужчину мы назовем лисичка, а женщина у нас белочка. Вот смотрите, какая вы красивая, да, с пушистым хвостом, белочка. А мужчина, вот она, хитрая лисичка, с таким тоже красивым хвостом. Но белочки, конечно, хвостик получше. Так, мужчина и женщина у нас лисичка и белочка. Что это значит? Ну, лисичка всем понятно, да? Здесь лисички называются тильки. Они очень славятся тем, что они хитренькие, могут пролезть везде, где только можно. Очень быстрые, очень такие, знаете, реакция у них хорошая. Вот мужчина, он по жизни именно такой. Он, я бы сказала, азартный игрок. Ну, не в том плане, что он там в казино все проигрывает, а в плане того, что он любит вызовы, их активно принимает. Он такой, знаете, борец по жизни, вот что хочет кому-то, либо всем доказать, что он крутой, что он классный, и у него есть горячность в крови. То есть неважно, сколько ему лет, может быть, ему 20, а может быть, ему уже и 70, да, но мужчина, вот он по крови горячий, всегда стремится быть на коне, причем, что все вот он въезжает, да, в город, все ему аплодируют, да, все его ждут, и все его там и уважают, и с уважением на него смотрят. Мужчина ради этого азарта, ради этого огня иногда может идти, ну, скажем так, вразрез со своей совестью, да, либо вразрез со своими чувствами. То есть для него почему-то общественное мнение намного важнее, чем его собственное. И, например, ваше мнение. Вас он считает уже там прям своя, моя, ну, типа часть меня, да, она моя, там, правая рука. Вроде своя, да, но иногда мы себе не очень хорошо относимся. Можем и там и поругать, и укусить себя, да, там за руку, и там что-нибудь сделать. Вот, для него как бы общественность на первом месте. Вот у него над головой такая, знаете, богиня-победительница, которая держит звезду в руках, да, и вот он стремится именно к этому результату, чтобы все им восхищались, как будто бы он работает на публику, да, вот как будто бы он такой великий артист, ему важно играть свою роль, чтобы все ему аплодировали. Вот такой момент идет. Что касается вас, вы у нас белочка. Белочка, она очень быстрая, она очень хозяйственная, она делает запасы, она живет так, чтобы у нее как бы была уверенность в следующем дне, в завтрашнем дне, в новом месяце, в новом году и вообще по жизни, да, вот пытается она и запасы делать, и детей пытается воспитывать, все на ней, понимаете, вот она как белочка по жизни в колесе крутится, да, вот прям колесо сансары, постоянно одно и то же, день сурка. Вы, ну, честно скажу, мои дорогие, вот по этой белочке вы уже заработались, реально, вы себя похоронили просто под кипой каких-то домашних дел, домашних каких-то обязанностей, то есть
Мужчина, он как праздник, да, и жизнь у него похожа на праздник. А вы, мои дорогие, это вот такая жуткая обязаловка, которая уже превратилась, ну, уже не знаю, вы с ней срослись, и это уже образ вашей жизни. Там, встать раньше всех, все самой сделать, приготовить, накормить, отвезти, привезти, убрать, поработать, заработать деньги, купить еду, приготовить эту еду, принести все, унести все, в доме все сделать. То есть все вообще держится на вас, полностью на вас. И вы вот реально вот этой белочкой по жизни бегаете, и себя загоняете. Что я хочу вам сказать, мои дорогие? У белочки сердечко очень быстро бьется, и у белочки очень быстрый ритм жизни, да, и белочка сама себя загоняет. Вот и я вам хочу посоветовать, выходить из этого образа белочки, и пусть вы не будете белочкой, станьте, не знаю, какой-нибудь там шиншиллой прекрасной, да, чтобы быть и красивой, и нарядной, да, и чтобы жизнь у вас не была настолько суетной, торопливой, и столько вы на себе не тащили. Это все, не обижайтесь, это все образы, да, образы, которые я читаю с песка, вот вы сами можете увидеть эту белочку, эту лисичку, да, то есть вам нужно больше думать о себе, заботиться о себе, о своем здоровье. Ваши отношения, они очень выгодны для вашего мужчины, очень выгодны. Ему они нравятся, даже если вы, например, только присматриваетесь друг к другу, он видит в вас вот эту трудяжку, которая будет с утра до ночи упахиваться на него, на семью, на детей, там, на все, понимаете. Вы а, вы смотрите, вы можете работать, ходить на работу, вести дом, следить за детьми, готовить еду, все делать, да, и при этом еще вы всегда должна быть красивая, нарядная, с хорошим настроением встречать своего мужа. А он, дескать, наработался, упахался, пришел с работы, ему нужно там телевизор посмотреть, там отдохнуть на диване. То есть его не трогайте, он устал на работе, он типа там был занят. А вы нет, вы типа должны. Вот эта ситуация, она в корень неправильная. Что я хочу вам сказать? Может, многие девочки, женщины, кто смотрят на данный период времени, согласны с этой ситуацией и даже вот рады, да, вот в радости им в себя выкладывать, в семью, в отношения. Но понимаете, вот я вижу, что на вас это все будет давить. Реально все это будет на вас давить. Плюс у многих, ну, может быть, какие-то знакомые, подружки, которые, там, не знаю, там, блистают бриллиантами, мужья там им дарят шубы, машины, все дела, да, и они там, может, даже имеют там помощниц по хозяйству. А вы на них смотрите, и сначала вы говорите: фу, вот как это она, да, там, меркантильная, еще какая-нибудь. Поверьте, пройдет время, вы просто начнете перегорать, эмоционально перегорать, усталость, ужасная усталость может на вас навалиться, и вы по-другому уже будете к этому относиться и будете другими глазами смотреть на вашего мужчину. Мало того, вы можете еще и озлобиться на эту жизнь и, понимаете, просто потерять вкус к этой жизни, просто загнаться, да, вот есть такое слово «загнаться». Настолько вот будете просто гореть в этой работе. Вот от этого нужно уходить обязательно. Вам, еще раз говорю, нужно выходить из этого образа и себя нести высоко. Вести себя как вот самая большая драгоценность в его жизни, да, чтобы мужчина, как он, понимаете, он на слух все воспринимает. Если почаще вы ему будете говорить, что я там ценная, важная, ты должен меня там любить, уважать, помогать, там у меня там раздражение там от пыли, да, либо там я не могу пылесосить, я не могу протереть пыль, там я не могу там картошку почистить, потому что на грязь у меня там аллергия начинается, да. То есть какими-то такими хитренькими вещами учитесь у него и такими хитренькими вещами пытайтесь, ну, скажем так, отвоевывать по кусочку своей какой-то свободы, да, и своего личного пространства. Потому что если вы будете продолжать в том же духе, какая бы прекрасная семья, какие прекрасные бы отношения у вас не были, я вижу, что вы просто эмоционально со временем выгорите, вы устанете, вы начнете быть раздражительной, нервной, и крайний выход из этой ситуации вы просто пошлете своего мужчину далеко и надолго. Потому что устанете. Вот прям захочется быть и женщиной, и девочкой, чтобы вас холили, лелеяли, баловали. Вот этого захочется. Вы этого достойны. Вы этого достойны, и ваше сознание и подсознание вам об этом постоянно говорят, но вы их пока задвигаете. Что касается мужчины. Ну, мужчина, он пока сейчас очень счастлив, доволен тем, что у него такая прекрасная женщина, которая все может, которая практически ничего не просит, которой можно там помыкать, командовать, да, и она типа всегда за меня. Сначала он гордится этим, да, вот он сейчас благодарен судьбе за то, что встретил вас, что вы такая классная. Но пройдет время, и этот мужчина, он начнет это требовать как должное, да, там, например, не дай бог, вы себя плохо почувствуете, он же придет, там, не знаю, там, пнет вас,
и скажет: ты что валяешься, вставай давай, иди готовь мне завтрак, да, иди там делай что-нибудь. То есть до такого может доходить. Но это, конечно, я утрирую, может быть, это и крайность. Может быть, такого и не произойдет, но тем не менее, понимаете, вот к такому моменту может все скатиться и столкнуться вы можете с такой ситуацией. Поэтому сейчас желательно вам пытаться на вот таких обстоятельствах и отношениях, какие есть сейчас, даже не отношения, это отношения ваши к жизни и отношения мужчины к вам, ставить крест, большой жирный крест, и все, пока не поздно менять, в корне менять. Пока я вижу, что мужчина еще он очень горд и доволен тем, что у него такая женщина, как вы, он вами восхищается, он своим друзьям рассказывает, какая вы классная, как много вы там делаете всего. Видите, с его стороны большое сердце, он много о вас говорит, он очень этому рад. Но пройдет время, мужчина поменяется. Вот не допустите этого момента, не допустите в прямом смысле слова. И попытайтесь все поменять, попытайтесь поменять его отношение к вам. И не знаю, там... Мои дорогие, я вижу, что вы умненькие, вы замечательные, вы мудрые. Попытайтесь придумать ему такие задачи, чтобы он, например, начинал вам помогать по дому, в делах, там, не знаю, с детьми. Как будто бы это будут достижения, да, он же у вас азартный, бросайте ему вызов. Там, типа, вот у моей подружки муж там прекрасно готовит, да, он не шеф-повар, но он там умеет прекрасно готовить, там, супы варить, да, либо мясо запекать. А вот если бы ты там, например, попробовал, я думаю, у тебя бы тоже хорошо получилось, да. То есть бросайте ему вызов, но не прямой там, что, дескать, ты не можешь, ты там ничтожество, да, ты ничто, ты ничего не можешь, а наоборот, вот какими-то такими, знаете, чтобы он чувствовал себя в компетиции, да, что он конкурирует с кем-то. Вот такие моменты должны быть. И знаете, я вижу, что вы можете, то есть шанс перевоспитать этого человека есть. По поводу гадания. Смотрите, что я вижу. Я вижу, что вы пара неплохая, но непродуктивная в плане того, что мужчина слишком уж вольготно себя чувствует в этих отношениях, а женщина очень много старается, очень много вкладывается. Я вам, мои дорогие, советую другую ситуацию. Либо вы все меняете, либо понимаете, что рано или поздно вот эта ваша такая идиллия, да, в кавычках, она может закончиться. Причем закончится именно тем, что вы просто выгорите эмоционально, не захотите больше ничего, даже вот жизни не будете рады. Да, вот такой момент я вижу. Поэтому пока не поздно, начинайте что-то менять потихонечку, полигонечку, да, еще раз говорю, да, пусть не получится у вас быть лисичкой, но хотя бы будьте кошечкой, да, вот такими маленькими шажочками, да, пытайтесь с лаской, с какими-то такими добрыми позывами, да, мужчину вашего переделывать. Мужчина будет поддаваться, я это вижу, это возможно, мужчина может поддаваться, но если вы упустите момент, то, к сожалению, через, тут ровно цифра 7 у нас вышла, через 7 периодов времени, через 7 лет, скорее всего, да, просто вот женщина устает, и вот такая поникшая просто идет в никуда. Говорит, все, с меня хватит, я устала, снимаю с себя все вот эти полномочия и начинаю новую жизнь. Вы просто, понимаете, полностью разбитая будете. Вот такое идет. Ну, а мужчина просто будет обалдевший и обнаглевший. Вот такая история. То есть вы его разбалуете. Считайте, что это ваш, не знаю, там самый любимый ребенок, которого вы просто уже до безобразия разбаловали и дальше продолжаете баловать. Пока он еще с благодарностью принимает ваши какие-то действия, поступки в его сторону, но в скором времени полностью обнаглеет. Вот такая идет ситуация, мои дорогие. Вы уже извините за такое предсказание, но это вот как вам идет предупреждение, да? Как вам не загубить свои отношения и свою молодость, свою жизнь, свою жизненную энергию не потерять. Думайте больше о себе, больше любите себя. Любите себя в отношениях, да, мужчина тоже будет любить вас. Он будет смотреть, да, и думать, вот моя жена, она тонкая, ранимая, хрупкая, да. Я должен вот быть мужественным, там, ее защищать, помогать. То есть, понимаете, вот через такие, может быть, какие-то хитрые штучки к нему будет доходить. Сначала он будет догадываться этому, радоваться, а потом для него это будет, ну, скажем, такое правило по жизни и правило в отношениях. Вот такой расклад у меня, гадание, вернее, вышло. Мои дорогие, немножечко грустно, но тем не менее, предупреждение очень важное, я считаю, для вас. И у кого ситуация похожа на описанную, пожалуйста, принимайте меры и не теряйте себя, не теряйте свою энергетику. Желаю всем счастливых,
стабильных, крепких отношений, и чтобы они были партнерскими в прямом смысле этого слова, чтобы люди любили, ценили, помогали и стремились к тому, чтобы быть единой душой, единым сердцем. На этом гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.